Очередное послание главы республики собрало полный зал столичного центра культурного развития. Оглашение документа – одно из самых важных событий политической жизни республики. Начинает свое выступление Махмуд Али Калиматов с исторических дат этого года. Так вся страна отмечала 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, а Ингушетии недавно исполнилось 29. Прошедший год стал испытанием для всей социально-экономической системы государства. Сообща мы достойно выдержали его. Хочу поблагодарить правительство Республики Ингушетия, муниципальных организаций, депутатов всех уровней, медицинских работников, волонтеров, добровольцев, студентов, наших старейших жителей республики за помощь и работу. Борьба с мировой пандемией потребовала от нас технических ресурсов, но и больших человеческих усилий. Благодаря работе, которая вела с нами, была обеспечена готовность системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. На переднем плане этой борьбы находились наши медики, которым еще раз выражаю огромную благодарность за их самоотверженный труд, за каждую спасенную человеческую жизнь, порой ценой своей жизни. Тех самых наших врачей можно назвать героями в мирное время. Они находятся на переднем плане борьбы с пандемией. Более 320 работников здравоохранения были представлены к высоким государственным наградам. 10 из них награждены орденом Пирогова, 42 почетной грамотой, около 200 благодарностью президента Российской Федерации. Мы научились бороться с этой инфекцией, но расслабляться еще рано. Призываю граждан принимать активное участие в вакцинации. Все необходимые условия для этого у нас созданы. Функционируют 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы, в колледжи и университет. Обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на портале госуслуг. Наша общая задача к октябрю привить не менее 60% наших жителей. Несмотря на падение экономики и пандемию, в Ингушетии наблюдается рост численности населения. В этих непростых условиях коэффициент естественного прироста составил почти 13 на 1000 человек, а это второе место по стране, в то время как в целом по России он составлял минус 4,7. Глава отметил, что обязанность каждого жителя республики принять все меры по сохранению этой тенденции в условиях негативного влияния коронавирусной инфекции на здоровье населения. Прошу Минздрав республики разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение смертности населения республики, в том числе и от новой коронавирусной инфекции. Рекомендую оперативному штабу при главе республики, органам государственной и муниципальной власти, Роспотребнадзора по республике Ингушетия не снимать вопрос контроля до особого распоряжения. Помимо борьбы с пандемией, перед республикой стоит другая важная задача – реализация национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни. А количество построенных объектов в рамках нацпроектов растет каждый месяц. Вместе с тем нам предстоит решить целый комплекс накопившихся годами задач регионального уровня. Обозначим наиболее важные, на решение которых исполнительной и законодательной властью с привлечением общественности и бизнеса необходимо направить основной вектор усилия правительства в текущем году. В первую очередь необходимо продолжить работу по предельному снижению доли теневого сектора в экономике, занятости и доходах населения. Теневой сектор в экономике определяет низкие показатели собственных доходов бюджета республики. В результате целенаправленной работы нам удалось сократить объем долговых обязательств на начало текущего года почти на 40%. Безусловно, работу в этом направлении правительству необходимо продолжать. В целях решения этой задачи необходимо обеспечить концентрацию усилий Федеральной налоговой службы и службы судебных приставов совместно с другими заинтересованными органами на повышение собираемости налоговых платежей, а также на формирование плана мероприятий по осуществлению дополнительных мер пополнения доходной части бюджета. Еще одно направление, которое требует пристального внимания – состояние коммунальной и энергетической инфраструктуры. Старые водопроводные сети и линии электропередач приводят к значительным потерям ресурсов. Другая отрасль, которую нужно развивать,
– это туризм. В республике 2 заповедника, более 2000 объектов культурного наследия, более 40 туристических маршрутов. Несмотря на действие ограничительных мер, Ингушетию посетили в прошлом году около 90 тысяч туристов. На территории республики расположено 2 заповедника. Заказник, более 2000 объектов культурного наследия. Разработано более 40 туристических маршрутов. В настоящее время в регионе работает 15 турфирм, 2 туроператора и 16 коллективных средств размещения. Несмотря на действие ограничительных мер, республику посетило в прошлом году около 90 тысяч туристов. Предлагаю Комтуризму Ингушетии использовать потенциал данной программы для увеличения туристического потока. В 2021 году правительство и Комитету по туризму необходимо продолжить работу по созданию современной туристической инфраструктуры при активном вовлечении малого и среднего бизнеса, новых объектов туристического показа и объектов придорожного сервиса в Асинском и Жирахском ущельях. Помимо туристической, властям региона нужно уделить внимание и инвестиционной привлекательности. А наличие развитой инфраструктуры – это стимул для вовлечения инвесторов в любую отрасль. Крупный бизнес является основным условием для ускорения экономического роста, обеспечения устойчивости рынка труда и бюджетной системы. Существенным фактором снижения безработицы и роста налоговых поступлений является развитие малого и среднего бизнеса. Мы многое сделали для развития этой сферы, сформировали всю необходимую нормативно-правовую базу и продолжаем ее совершенствовать. Создали необходимые институты развития и центры поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь все наши усилия должны быть направлены на создание выгодных экономических условий для предпринимателей, создание новых возможностей для развития уже работающего бизнеса с учетом наших отраслевых приоритетов. Агропромышленный комплекс, легкая промышленность, производство строительных материалов, туризм и другие виды услуг. В этой связи необходимо активизировать работу всех институтов развития бизнеса, органов исполнительной власти. В первую очередь Минэкономразвития направлено на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым и другим ресурсам, внедрение форм поддержки, сбыта и продвижения продукции, образовательное сопровождение предпринимательской деятельности. Одним из факторов успешной реализации инвестпроектов глава назвал наличие софинансирования со стороны региональных банков. И для этого должен успешно работать залоговый фонд республики, а также создать региональный фонд развития промышленности, который будет оказывать поддержку по созданию и развитию промышленных предприятий на заемной основе. В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной предпринимательской деятельности ведется работа по модернизации промышленной площадки региона, расширению банковской сети. Запущен механизм подписания соглашения о защите капиталовложений. Республика стала участником этого механизма в рамках реализации инвестпроекта строительства тепличного комплекса агрокомбинат Сунжа. Планирует и в дальнейшем участвовать в этом проекте. Прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, который будет входить свыше 23 предприятий, что приведет к созданию 900 рабочих мест. Поручая Минпромсвязи Ингушетии совместно с Минэкономразвития Ингушетии ускорить эту работу. В республике уже действует производство обуви, картонажных изделий, чулочно-носочной продукции, швейное производство и другие. При выходе на полную проектную мощность около 1800 наших граждан будут обеспечены работой. Поручаю Минпромсвязи продолжит работу по дальнейшей реанимации простаивающих предприятий, обеспечить в текущем году возобновление работы комбината детского питания, картонажной фабрики и завод по производству энергосберегающей продукции. Минприроды Республики оказывает содействие лесоперерабатывающему комбинату в поиске рынка сбыта продукции. Еще 2 инвестиционных проекта будут запущены в текущем году. Это завод алюминиевых сплавов, это РЕАЛ, и предприятие по производству детских санитарно-гигиенических средств Best Brand. Уже в текущем году мы рассчитываем трудоустроить на этих предприятиях до 400 человек. Минэкономразвития принять меры по запуску выше обозначенных проектов в текущем году в соответствии с графиком. Сельское хозяйство – одно из основных направлений развития региона, которое долгое время было в упадке. Сегодня нам необходимо максимально наращивать вложения частных инвестиций в сельском хозяйстве.
Хорошим примером является инвестиционный проект по закладке интенсивных садов в Малгобекском районе, по итогам реализации которого запланирован сбор урожая плодов до 9000 тонн в год, создание более 330 постоянных и 500 временных рабочих мест. Поручаю дополнительно Минсельхоза, Минэкономики Республики оказывать возможную поддержку при реализации таких инвестиционных проектов. Темпы по повышению доходности государственных унитарных предприятий, заданные правительством и Минсельхозом, необходимо наращивать, выйдя к концу года на урожайность зерновых 35 и больше центнеров с гектара, кукурузы 45 и более с гектара, увеличение поголовья скота до 8000 голов. Достижение таких показателей будет способствовать повышению продовольственной безопасности республики. В связи с нехваткой и веткостью существующих мощностей по хранению, переработке и фасовке зернобобовых культур в регионе поручаю Минсельхозу принять меры по привлечению инвесторов для строительства элеваторов. Еще одна задача, на которой остановился глава — ликвидация двухсменного обучения в школах и очередности в детские сады. Каждый год в рамках различных федеральных программ в регионе строятся объекты дошкольного и школьного образования, но мест все еще не хватает. Мы активно продолжаем строить школы и детские сады, поручая Минобразованию продолжить работу по ликвидации двухсменного обучения в школах и очередности дошкольных образовательных организаций, обеспечивая в данном объеме ввод этих объектов в рамках нацпроектов. Социально-экономическое развитие республики невозможно без подготовки специалистов, соответствующих современному техническому и научному уровню. Базовое учреждение высшей школы Ингушетии является наш государственный университет, который готовит специалистов по различным направлениям. Прошу правительство республики активно сотрудничать с подготовкой востребованных специалистов для народного хозяйства и научное сопровождение проектов социально-экономического развития. Молодежная сфера также не осталась без внимания главы региона. Молодежь составляет более 40% от общей численности населения республики, от знаний, трудолюбия и патриотизма которых зависит будущее страны. Поэтому духовно-патриотическое воспитание крайне важно, по мнению руководства. Молодежи необходимо повысить степень вовлеченности молодежи в социальное проектирование и инновационную деятельность по открытию ресурсного центра поддержки добровольства, а также разработать концепцию патриотического воспитания молодежи. Правительству необходимо оказывать поддержку региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, чтобы они успешно могли претендовать на президентские гранты. А национальную политику глава региона назвал главным достоянием ингушского народа, и традиции являются инструментами в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения и общества в целом. В последние годы наблюдается положительная динамика развития материально-технической базы сферы культуры. Почти в каждом населенном пункте Ингушетии появились новые ДК, оснащенные всем необходимым для работы. У нас сложилась положительная динамика развития материально-техническая база сферы культуры. Приоритетная задача Минкультуры Ингушетии, считая продолжение работы по расширению сети учреждений культурно-досугового назначения, а также по строительству 6 крупных объектов общей стоимостью 8 миллиардов рублей. Это у нас Республиканский музей краеведения, Государственный колледж искусств, Национальная библиотека, Государственная филармония, Русский государственный музыкально-драматический театр и Республиканский театрально-культурный комплекс. Главной ценностью республики глава региона назвал его жителей, а соблюдение их прав и свобод – задача номер 1. Правоохранительные органы добились больших результатов в противодействии экстремизму и терроризму. Уже несколько лет в Ингушетии не было ни одного теракта, что, оглядываясь в прошлое, не может не радовать. Успех региона, хороший экономический показатель, привлекательный уровень жизни во многом обеспечиваются общественно-политической стабильностью. Общественная безопасность всегда является одной из ключевых задач, стоящих перед руководством республики. Не допустим на своей территории очагов терроризма и экстремизма. Органы правопорядка, государственные и муниципальные власти, управление внутренней политики, администрации главы и правительства, религиозные и общественные объединения, воспитательные структуры образовательных учреждений должны активно противодействовать распространению противоправного контента. Рекомендую Миннацу, Комитету по делам молодежи, иным заинтересованным ведомствам вести постоянную профилактическую работу
данном направлении. В завершении послания Махмуд Али Калиматов отметил, что скоро в республике пройдет важное политическое событие – выборы в Государственную Думу и Народное собрание Ингушетии. К этому должны быть готовы все. Уважаемые депутаты, 19 сентября в Республике Ингушетия пройдут выборы в Государственную Думу и Народное собрание. Избирательной комиссии республики необходимо ответственно подойти к предстоящим выборам, к организации работы участковых избирательных комиссий, по информированию избирателей и контролю за предвыборной агитацией. Представители политических партий совместно с руководителями муниципальных органов власти призываю активно участвовать в решении проблем граждан. Мы нацелены на то, чтобы предстоящие выборные мероприятия прошли честно и прозрачно. Подводя итоги, надо сказать, сделано немало, чтобы вывести республику из общественно-политического и социально-экономического кризиса, а предстоит нам еще сделать больше. Глубоко убежден, Ингушетия займет достойное положение среди субъектов Российской Федерации. Мы со своей стороны задействуем весь потенциал для достижения этой цели, направив государственные ресурсы на защиту интересов наших граждан, на улучшение их жизни, на повышение благосостояния и безопасности людей. Оглашение очередного послания проходило около 50 минут. После его окончания приглашенные делились своим мнением о документе. Послание главы было очень емким, очень четким по своим задачам, ориентирам. И, как вы правильно отметили, конечно, глава республики Махмуд Али Макшарипович начал именно с подчеркнутой важности сохранения исторической памяти. Очень важное направление, поскольку нет никакого развития, нет никакого будущего нашего общества, если не будем чтить традиции наших старших уважаемых людей, наших ветеранов. И, соответственно, начало вот этого послания именно было посвящено вот этому. Это очень важно. Сегодня поставлены задачи перед Народным собранием. Мы в Народном собрании послание главы обсудим отдельно. Раздадим по комитетам, по тем направлениям, которые обозначил глава. И в ближайшее время, не затягивая процесс, приступим к реализации послания главы республики. На мой взгляд, это послание было больше социально ориентировано. По ходу своего выступления глава республики Махмуд Макшарипович сделал ряд поручений министерствам и ведомствам. Я, как мать 4 детей, мне было очень интересно, чтобы вот именно в школах, он в Министерство образования обращаясь, порекомендовал им ввести программу углубленное изучение физики и математики, потому что я согласна с тем, что будущее у нас за такими редкими профессиями, которые сегодня просто-напросто нам необходимы. Уже после оглашения послания со СМИ пообщался и глава региона. В ходе беседы он обратил внимание на воспитание молодежи, обеспечение жителей региона чистой питьевой водой, а также национальную политику, консолидацию гражданского общества. Наши деды, как они выжили? Барт был не выжили. Ажил Сибиря Бахашхан. Вы галгай моцебуцш. Я сделал. Адет вы дуцулуш. حمبيح كابيش تغنى ويك ديش تغيرتش دقر سامدي غرجش دانان مليلي يوم دي слово днякаш дедевей инуш дедевей школы жегевей театры жегевей вен барцухулит ах фуди дизвенер дизж датертах сухатыч барцухулит фуди дедевей. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.